В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствуем. В республике ежегодно вводится ряд крупных социальных объектов. Глава Якутии Айсен Николаев в День государственности дал старт работе по объектам в районах республики и в столице республики. О реализации строительства ключевых объектов мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Иван Елисеев, заместитель министра экономики Якутии. Иван Елизарович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущих планах по вводу объектов на текущий год и как основные показатели, какие показатели запланированы? В текущем году у нас запланирован ввод 41 объекта социального значения, среди которых 8 школ на 1800 мест, 3 детских сада на 650 мест, 6 объектов физкультуры и спорта, 5 объектов культуры и 16 объектов здравоохранения. Кроме того, должны ввести еще 2 объекта дополнительного образования. А какие наиболее крупные объекты были введены за последнее время? Стоит отметить, что с 18 по 24 годы у нас в республике введено за счет всех источников 392 социальных объекта, среди которых 75 школ на 16 800 мест, 82 детских сада на 9500 мест, 104 объекта здравоохранения, 56 объектов физкультуры и спорта и 67 объектов культуры. Это говорит о том, что республика все-таки нацелена на социальное развитие городов и сел нашей республики, что, конечно же, улучшает качество жизни наших граждан. Если говорить о том, что какие были крупные объекты введены в прошлом году, да, то стоит отметить Якутский онкологический диспансер в городе Якутске и кадетская школа-интернат в городе Якутске. Если говорить по текущему году, у нас уже введены в строй пристрои к школам. Это доп. Здание к психополитехническому лицею, пристрой в Махсолавской школе на 450 мест. Кроме того, в рамках реализации и проведения игр Манчары, спортивных игр Манчары в селе Тыккёль Татинского улуса введены в строй многофункциональный-оздоровительный комплекс и стадион на 1000 мест в селе Тыккёль. Кроме того, у нас ожидается получение разрешения на ввод поликлинику номер 2 на 600 посещений в городе Якутске. Стоит отметить, что он был реализован в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, по данному направлению ГЧП с привлечением федеральных средств введены в строй самая крупная школа в республике. Это школа на 990 мест в микрорайоне ДСК, которым, кстати, присвоено имя первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Да? Школа на 360 мест в городском округе Жатай. И, соответственно, первый этап пускового комплекса, адаптивного образовательного комплекса, это школа на 550 мест в городе Якутске. Ну и все-таки мне хотелось бы на первом вопросе остановиться чуть более подробнее. Мне кажется, это всегда очень важно для зрителей и для всех жителей Якутии. Вот мы говорили о более 40 объектов, которые именно в этом году. Какие стоит отметить? Возможно, какие-то были особо долгожданными, которые уже ввелись? Особо долгожданными можно отметить, это школа номер 1 в городе Якутске. Да? Все мы знаем, что проблема была там на протяжении нескольких лет. Да? И мы, соответственно, в рамках работы с Минвостокразвития привлекли федеральные субсидии для строительства этого объекта. Объект будет введен в следующем году. На объект, повторюсь, привлечены федеральные средства и, соответственно, софинансируем из республики. И каков текущий уровень привлечения инфраструктурных кредитов с помощью казначейских инструментов и какие суммы уже привлечены? Да, по казначейским инфраструктурным кредитам в целом есть 4 направления. Это КИК на конкурсной основе, КИК на ЖКХ, то есть объект коммунальной инфраструктуры. Да. Потом далее идут привлечение КИКов на реализацию мастер-планов и на развитие арктической зоны. На текущую дату можно сказать, что уже одобрен казначейский инфраструктурный кредит по линии ЖКХ. Это 869 миллионов рублей. Они будут направлены на модернизацию сетей теплоснабжения города Нерюнгри. И также направление есть еще по переводу котельных на газовое топливо Алданского района. Что касается арктической зоны, то здесь сумма в порядка 180 миллионов рублей. Пока ведется работа с федеральным органом власти, да, и, соответственно, до конца года этот вопрос должен быть решен. Касательно объектов мастер-планов, то здесь сумма по заявке была 10 миллиардов рублей. Они запланированы на
нами предлагается, да, так, на строительство мостового перехода через реку Лена и на реализацию объектов КРТ квартала спортивный. Пока ожидаем решения вынесения на президиум правительственной комиссии в ближайшее время. Какие меры планируются для развития инфраструктуры в сельских населенных пунктах? Да, мне кажется, здесь нужно подробнее остановиться, а то вот в основном всегда обычно мы отмечаем город Якутск, развитие Якутска. Ну, я бы тут отметил, что до этого, как я отмечал, 392 объекта, это преимущественно были объекты сельской местности, да, поэтому мы не говорим о том, что мы не поддерживаем село. Да. В части сельской инфраструктуры, вот то, что вы отмечаете, опорные населенные пункты, да, они называются, у нас их в целом 43. Они утверждены правкомиссией по региональному развитию. Так как в целом вот те решения и планы, которые приняты на федеральном уровне, они направлены на развитие именно опорных населенных пунктов. В целом у нас в России их свыше 2000, из них вот 43 относятся к республике. Это в основном районные центры, ну и, соответственно, отдельно еще города и поселки. Вот. Если говорить о том, что будет строиться на этих населенных пунктах, то, соответственно, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» мы должны к 2030 году увеличить, соответственно, качество жизни на 27% к уровню 2019 года. То есть это вот, ну, такие направления, как строительство социальных объектов, спорт, культура, образование, да, коммунальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, развитие образования и благоустройство территорий. Да? Вот. В целях реализации вот данных направлений у нас приняты стратегические указы главы, да? Приняты распоряжения, как решения по мастер-планам города Якутска, Нерюнгри. Кроме того, есть стратегические указы по Милинскому, Алданскому району. Все это способствует, вот, как я говорил, реализации мероприятий, объектов вот на этих населенных пунктах. И, соответственно, они заложены в том числе и в стратегию социально-экономического развития республики до 30 года с целевым видением до 50 года. Если остановиться на мероприятиях комплексного плана социально-экономического развития вот этих вот 43 опорных пунктов, да, какие изменения стоит ждать жителям районов? Вот мы об этом немножко поговорили, но можно более с примерами, допустим. Ну, если говорить об реализации этих опорных населенных пунктов и ближайших, да, скажем так, в 2025 году уже реализуется 72 мероприятия по данным направлениям, да, на сумму, на объекты и мероприятия стоимостью 17,6 миллиардов рублей. Это в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Да. Что касается в целом населенных пунктов, которые относятся, которые ближайшие, да, вот, к опорным населенным пунктам, то они тоже будут, конечно, развиваться, потому что если мы развиваем опорный населенный пункт, соответственно, нужно будет строить и транспортную инфраструктуру, да, и социальную инфраструктуру. В целом они будут связаны между собой. Вот. И допустим, строительство жилья, коммунальной инфраструктуры, социальной инфраструктуры мы будем привлекать также и средства федерального бюджета. Да. Конечно, в этом плане будет тоже работа проводиться, так как, ладно, то, что вот на федеральном уровне принято только решение по развитию опорных населенных пунктов, но мы также не забываем и про наши села и города, да, которые не попали в этот список. Поэтому в этой части можно сказать, что правительством будет проводиться планомерная работа с федеральным центром для привлечения, в том числе и федеральных средств, да, и внебюджетных средств, в том числе за счет вложения недропользователей по отдельным соглашениям. Все это будет вести, конечно же, к тому, что наша жизнь граждан будет улучшаться, да, так как строительство таких социальных объектов все равно будет влиять на уровень жизни. Вот. И могу сказать то, что эта работа, конечно же, не останавливается. То, что у нас введено за последние 6 лет, вот почти 400 объектов, это не предел, так как если брать даже то необходимое количество объектов, то оно, конечно же, кратно выше. Вот. И в целом работа продолжается, можно сказать. Ну что ж, Иван Елизарович, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.